эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. На месте строительства Ленинского моста археологи раскрывают историю прошлых веков. Раскопки на площади более 6000 квадратных метров позволят ученым заглянуть в жизнь поселения 18-19 веков. С 1 апреля в Якутске изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. 7 категорий тарифов, включая льготные, будут пересмотрены. Средний рост составит на 13,6%. Маркировка интернет-рекламы. Как это сделать правильно? Якутские предприниматели и маркетологи получили ценные советы от экспертов. От учителя к ученику Сахатеатр представил спектакль о преемственности в искусстве. Международный день театра состоялась не только презентация ежегодника, но и трогательная постановка. Сила, опыт, выдержка. В Якутске стартовала уникальная спартакиада ветеранов органов внутренних дел. В рамках Международного арктического форума состоялась стратегическая сессия «Модель развития Северного морского пути на долгосрочную перспективу». Спикеры обсуждали, как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов и как меняется роль Северного морского пути в современных геополитических условиях. На прямую связь со студией выходит моя коллега Айсен Бурнашова. Айсен, привет. Скажи, какую роль играет Северного морского пути в жизни Арктики, страны и мира? Коллеги, я вас тоже приветствую, Даша, привет. Ну что, Северный морской путь – это, конечно, в первую очередь наша самая главная транспортная артерия. И вообще это магистраль, которая объединяет все арктические регионы и обеспечивает внутренние перевозки. Также это наша экономика. Северморпуть занимает до 20% российского экспорта, а в международном значении наш СМП – это альтернатива Суэцкому каналу. Преимущество здесь, конечно, в протяженности. СМП, короче, южного пути в 1,5 раза. То есть от Европы до Азии грузы доставляют быстрее, и топливо корабли тратят меньше. На форуме предлагают рассматривать Севморпуть как проект со статусом национального. Мы движемся в сторону появления, я надеюсь, нам удастся об этом договориться, этого добиться, появления масштабного такого нового грандиозного проекта по развитию Арктики и Северного морского пути. И правильно абсолютно прозвучало, что Арктика для России – это как космос в свое время для Советского Союза. Якутия с Северным морским путем была связана всегда. Так в нашей республике реализуется целый ряд проектов вокруг СМП, начиная с Северного завоза, продолжая развитием портов Найба и Тикси. Увязка судоходства по Северному морскому пути также идет и с речным транспортом по реке Лена. И сейчас в работе, кстати, находится проект сквозного железнодорожного транзита в Китай. Это Джалин-Дамаха, когда мы по кратчайшему пути хотим связать Китай через переход в Амурскую область Джалин-Дамаха, дальше по железной дороге до Нижней Обестяха, это берег реки Лена напротив Якутска, и оттуда в период навигации по Лене до порта Найба и с дальнейшей перевалкой уже на Севморпуть. Хотя этот маршрут будет действовать там 4-5 месяцев в году, но грузы будут доставляться, у нас расстояние сокращается в 2,5 раза. Даже от сокращенного пути, который идет по Севморпути. Конечно, эффективность высокая. Северный морской путь – это будущее мировой логистики, и в будущем его нужно обязательно сделать безопасным, доступным и, главное, удобным. Ну и традиционно северные моря – это наши кормильцы в прямом смысле. В рамках Международного арктического форума, помимо деловой программы, здесь также проходит культурная часть. И вот на главной улице Мурманска расположились лавки, где, собственно, можно продегустировать северную рыбу, которая водится в здешних морях. Мы пойдем дегустировать, а я передаю вам слово. Спасибо, Айсена. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсен Бурнашова. Мы продолжаем.
В Мегино-Кагыласском районе стартовали масштабные археологические раскопки на месте строительства Ленского моста. Ученые исследуют территорию площадью 6000 квадратных метров, где в 2022 году было обнаружено поселение 18 и 19 веков, ныне являющееся объектом культурного наследия. Как сообщила ТАСС Александра Прокопьева из Института гуманитарных исследований СОРАН, исследователи надеются найти артефакты, связанные с Тамгинским заводом Витуса Беринга, например, кузнечную площадку. Среди уже найденных предметов фрагменты якутской керамики и кованые гвозди, которые будут переданы в Музейный фонд России. Раскопки продлятся до осени, после чего начнется камеральная обработка данных, которая займет всю зиму. В этом году Якутия продолжает ремонтные работы на 11 объектах в Донецкой Народной Республике, включая спорткомплекс, бассейн и городской парк. В Докучаевске планируется создание молодежного центра с IT-комплексом, где будут внедрены лучшие практики из Якутии. Об этом сообщили на совещании с участием заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. Ранее Якутия восстановила более 50 объектов в городе Кировска и завершила работы на 65 объектах в Докучаевске, включая дорожную сеть и 53 жилых дома. В Якутске повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения вступят в силу с 1 апреля и коснутся всех категорий тарифов. Всего их 7, при этом часть из них дифференцируется согласно льготным преференциям граждан. В целом средний рост составит 13,6%. Самый дешевый проезд обойдется горожанам в 23 рубля 3 копейки. Именно такой тариф обозначен у транспортной карты проездной билет на 60 поездок. Как отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры, стоимость проезда в автобусах Якутска остается одной из самых низких в стране. Причинами повышения тарифов назвали увеличение МРОТ, индекс потребительских цен и многие другие факторы. Мы учитывали также такие факторы, как обновление подвижного состава, увеличение затрат и расходов на запасные части, в том числе на новые автобусы, которые мы приобретали, повышение цен на топливо для автобусов, в том числе и с учетом того, что нужно проводить меры по повышению заработной платы водительского состава. В Якутске прошли масштабные пожарно-тактические учения, в которых приняли участие более 60 спасателей и 15 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Учения проводились в Республиканском доме-интернате для инвалидов и престарелых, что добавило сценарию особую важность и сложность. Начальник дежурной смены службы пожаротушения, старший лейтенант внутренней службы Леонид Страшков руководил учениями, сосредоточив внимание на быстрой и безопасной эвакуации пациентов с ограниченной мобильностью. Спасатели отрабатывали сложные сценарии спасения из задымленных помещений, учитывая особенности здания и физические возможности проживающих. На ПТУ привлекалось 15 единиц техники и более 60 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Общей целью учений это является совершенствование тактической подготовки начальствующего состава по управлению силами и средствами на пожаре. Задачами также отрабатывалось действия персонала по эвакуации пациентов, действия личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона по спасению людей, также организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения. Развитие Якутии добивается большим трудом сотен профессионалов, и сегодня мы расскажем об одном из них. Сепараторщице обогатительной фабрики «Алроса» Варваре Романовой. Почти 15 лет своей жизни она посвятила любимому делу. Подробности в материале Саргалан Неустроевой. В 2011 году Варвара Романова окончила Мирнинский политехнический институт. Сепараторщик со стажем признается, свою профессию она выбрала не только по призванию, но и с учетом перспектив. 3 года во время учебы Варвара получала стипендию «Алроса», а после сразу же устроилась туда работать. Я пошла в «Алрос», так как компания у нас одна из основных в республике, и перспективы были большие для карьерного роста. Я сразу же выбрала сюда устроиться на работу.
И не прогадала. Уже 14 лет Варвара Романова работает сепараторщиком на обогатительной фабрике. Как говорится, лучшие друзья девушки – это бриллианты. Или в нашем случае – алмазы. Сложностей Варвара Романова не боится. Коллеги прозвали ее скромной, но целеустремленной и сильной. А журналисты, увидев ее выступление на конкурсе «Лучший по профессии», невозмутимой и упорной. И все это свидетельствует о ней как о настоящем мастере своего дела. И это участники очень сильные, они также, у них очень большой стаж работы, что я как задание свое выполню. К слову, конкурс прошел в прошлом 2024 году. Тогда Варвара Романова, обойдя более опытных коллег, заняла второе место. В планах у нее продолжать работать на фабрике, двигаться только вперед и достигать новых высот. Власий Сергеев, Сарглана Неустроева, Мирный. В СФУ началось вскрытие найденного в Якутии мамонтенка, возраст которого оценивается примерно в 50 тысяч лет. Ученые из разных городов России собрались для проведения исследований, которые могут помочь в создании новых антибиотиков для лечения инфекций. Специалисты планируют расшифровать геном мамонтенка, чтобы понять генетические адаптации мамонтов к суровым северным условиям. Кроме того, будут проведены паразитологические и микробиологические исследования. Эти исследования могут привести к созданию новых антимикробных соединений, которые помогут лечить инфекции, не поддающиеся современным препаратам. На птицеферму «Новый» в Мирнинском районе доставили 45 тысяч цыплят. В Алмазном крае помимо недропользования развивается и сельское хозяйство. Так, товарно-производственная птицеферма «Новый совхоз» ежегодно производит более 17 миллионов яиц. Цех птицефермы ежегодно обновляется тысячами будущих несушек. Так, недавно на ферму поступило 45 тысяч суточных цыплят от якутской птицефабрики. На сегодня в совхозе «Новый» содержится 67 тысяч голов кур несушек. У нас план производства на текущий год составляет 17 миллионов штук яиц. Будущие куры-несушки растут в комфорте и не отстают от нужных показателей. Специалисты надеются, что выращенный молодняк подарит предприятию высокую производительность и качественную продукцию. Порода у нас Ломан Браун. Сегодня у нас им 6 дней. Вроде бы адаптацию они проходят более-менее нормально, так скажем, пьют, едят. Благодаря качественному комбикорму, предоставленному для их питания, цыплята будут быстро расти и набирать вес, что обещает значительное увеличение производства яиц в будущем. Корм очень хороший, предстартовый, он предназначен специально для от 0 до 4 суток, специальный такой комбикорм. Он, конечно, очень хороший, протеин 21%. Тем больше протеина, тем питательнее они и быстро растут, и будут набирать вес. Продукция птицефермы пользуется высоким спросом не только в самом Мирнинском районе, но и в соседних Ленском, Сунтарском и даже Нюрбинском районах. Стоит отметить, кроме яиц, хозяйство реализует в фирменных магазинах также и мясо птиц. Анна Васильева, Мирный. В Якутии состоялась первая публичная встреча в формате «Вопрос-ответ», посвященная маркировке интернет-рекламы. Мероприятие привлекло предпринимателей, маркетологов, представителей рекламных отделов, блогеров, владельцев интернет-пабликов и сайтов. Участники обсудили ключевые аспекты нового законодательства, включая возможные штрафы и риски для бизнеса. Эксперты рассказали, как оптимизировать и упростить процесс маркировки рекламы. 1 марта вступил еще закон касаемо социальной рекламы. Социальная реклама тоже должна быть обязательно промаркирована. Закон постоянно меняется, и закон предполагает прозрачность, защиту от мошеннических схем, защиту потребителей, разной информации. Поэтому вся информация, которая размещается, которая призывает к действию или вызывает интерес, это считается рекламой в соответствии с федеральным законом и обязательно должна быть промаркирована. По сути, об этом мы сегодня будем говорить со всеми участниками.
В Якутии с 1 апреля стартует прием заявлений в первый класс через портал госуслуги. Министерство образования и науки республики опубликовало подробную инструкцию, которая поможет родителям зарегистрировать своих детей. В ней описаны все необходимые шаги, перечень документов, процесс заполнения заявления, информация о льготах и сроках подачи. В этом году появилось важное нововведение. Для льготных категорий предусмотрена возможность отложенной автоматической отправки заявления в момент открытия записи. Это значительно упрощает процесс для родителей, давших свое согласие на такую опцию. 28 марта состоится съезд педагогов и общественников, посвященный концепции инновация экодуховного созидания ученого-атомщика Иоганна Максимова. В программе мероприятия панельные сессии с участием представителей правительства, общественности, наставников и молодежи. Разработанная на кафедре ЮНЕСКО Новосибирского университета, эта концепция рекомендована к внедрению в регионах России. Участники съезда обсудят вопросы глобального выживания человечества в условиях потребительского отношения к природе. Съезд будет проходить по направлениям. Первое, конечно, отдельное – это образование. Второе направление – научное. Так? И третье направление, конечно, семейная педагогика. И четвертое, новое направление – это экодуховность и бизнес. На эту тему мы будем завтра, приедут общественники и преподаватели, педагоги из разных улусов. И мы завтра будем на эту тему глубже разговаривать. Саха-академический театр имени Платона Аюнского отпраздновал Международный день театра. В честь этого события была представлена ежегодника Саха-театра, посвященная 50-летию выпуска якутской студии Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Издание охватывает события с 2017 по 2024 годы. Артисты театра представили постановку «Учитель и ученики», которая раскрывает тему преемственности в театральном искусстве. Вечер стал местом для обсуждения развития и сохранения театральных традиций Якутии. Действительно, наша студия очень талантливая. Мы вот Щепки 5 лет учили с 1969 по 1974 году мы выпускались. Так что мы, вот прошлый 24 год был юбилеем, 50 лет было, и мы целый год действительно по радио, по телевизору, газетам выступали. Так что, как говорится, мы тоже вспоминаем свою былую молодость. 100 дней до Исэх-Олонхо. Районная акция с таким названием состоялась в Нерингре сегодня. В центре города в торжественной обстановке был дан старт обратному отчету масштабного национального праздника. Подробности в сюжете наших коллег. Ни для кого не секрет, что в 2025 году Нерингринский район удостоен чести проведения масштабного мероприятия международного значения Исэх-Олонхо. Республиканский национальный праздник Исэх-Олонхо станет одним из ключевых мероприятий, приуроченных к юбилейной дате 50-летию образования нашего Нерингринского района и города Нерингри. Ну и мы сегодня запускаем отчет обратный, 100 дней до Исэх-Олонхо. Организационным комитетом проводятся все необходимые мероприятия, чтобы провести этот наш праздник на самом высоком уровне. За эти 100 дней нерингринцы, как истинные патриоты своей малой родины, как жители самой большой республики России, должны многое узнать. Я недавно пошла учить якутский язык, поэтому я уже немножко приближаюсь к своему народу. И уже немножко знаю несколько слова. Традиции и культурный код народов Саха передаются и посредством родного языка, и посредством изготовления национальной одежды. Так, на акции «100 дней до Исэх-Олонхо» состоялось красочное дефиле от общественной организации «Саха-Аймах». Дефиле национальных, именно традиционных и стилизованных якутских костюмов, которые некоторые выполнены, конечно, на исторических канонах 19-го, начала 20 века. Мы очень волнуемся, готовимся. Потихоньку каждый свою одежду шьет, национальную одежду готовим, национальным инструменте учим, Олонхо учим. Поэтому для нас это очень важный праздник. В завершении акции все ее участники исполнили массовый асохай. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри.
В Якутии завершился региональный этап фестиваля «Студенческая весна» среди профессиональных образовательных организаций, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 550 студентов из 29 учебных заведений республики продемонстрировали свои творческие способности в 9 направлениях. Особенностью фестиваля стало обязательное исполнение фронтовых песен и постановка фронтовой прозы. Победители регионального этапа представят Якутию на Всероссийском фестивале «Студенческая весна». Сам фестиваль проводится уже 4-й год специально для профессиональных образовательных организаций. Цель данного фестиваля – это объединение наших талантливой молодежи. Ну а в этом году цель, конечно же, это патриотическое воспитание. В связи с этим мы расширили наше положение республиканское и внесли туда некоторые изменения, такие как фронтовая поэзия, фронтовая песня, театрализованные представления на тематику 80-летия Победы. В Ленске дошколята продемонстрировали знания правил дорожного движения, приняв участие в городском конкурсе «Веселый светофор». Юные помощники инспекторов движения проявили себя как настоящие знатоки и ответственные участники дорожного движения. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. 7 команд, все они воспитанники детских садов. Во главе с командирами в начале мероприятия представили свои девизы. Затем настало время конкурсов. Ребятам предстояло собрать дорожные пазлы, угадать дорожные знаки, придумать свой и рассказать о нем. Справились с заданиями все, но кому-то потребовалось больше времени. Дорожные знаки участники выучили хорошо, правильно отгадали загадки. Гости инспектора ГИБДД были приятно удивлены. Если даже и не знают, другие команды подсказывают. Ну, с этого момента уже познают больше информации. Хорошо все, уровень большой. Знаю, уже не первые мероприятия такие проводятся, ежегодные, и не только ежегодные, раз в квартал все равно приглашают, проводят. Придумать свой знак оказалось не так-то просто, но некоторые команды удивили своей находчивостью. Нарисовали, еще и интересно рассказали. Запрещено пользоваться завоем телефона машине. Но эстафета заставила участников попереживать. Здесь нужно было проявить внимательность, собранность, умение работать в команде и, конечно же, знание правил дорожного движения. Мы сегодня соревновались. Мне больше понравилось второе задание. Какое это задание? Ну, мешочек на голове и рули. Самое сложное было собрать пазлы. Инспектора помогали ребятам вспомнить правила поведения на дороге. Дети в игровой форме еще раз закрепили знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках. Побывали и пешеходами, и пассажирами, и водителями. В завершении каждая команда представила тематический флешмоб, пропагандирующий соблюдение правил дорожного движения и безопасность детей-пешеходов. Юные участники с энтузиазмом освоили все танцевальные движения. Флешмобы подарили всем веселое настроение и заряд энергии. Команды были награждены грамотами. 3-е место заняли воспитанники детского сада «Солнышко», 2-е детского сада «Сардана», 1-е детского сада «Теремок». Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске стартовала спартакиада ветеранов органов внутренних дел. В борьбу за лавры первенства вступили команды из 8 районов и города Якутска. Комплексные соревнования среди ветеранов УВД проводятся впервые. Тем продолжит Тимур Колмогоров. В спартакиаде участие принимает порядка 180 мужчин и женщин. Выявление сильнейших проходит по 8 видам спорта. В программу первого соревновательного дня вошли шахматы, шашки, дартс, бильярд, настольный теннис и пулевая стрельба из пневматической винтовки. Это основная часть нашей работы получается. Мы должны владеть табельным оружием. Всех знакомых видел, все нормально. Так. С ними я работал раньше, поэтому их хорошо знаю. Отличная команда собралась, поэтому будем стрелять. Как известно, сотрудники ОВД должны быть в хорошей физической форме. Они по завершению службы, как правило, продолжают заниматься спортом и выступать на различных соревнованиях, добиваясь новых побед и достижений.
На этой спартакиаде выступает 12 мастеров спорта СССР и России. Начиная с 1984 года по 2014 год проводилась спартакиада заречных и центральных районов. Я сам являюсь 5-кратным чемпионом этой спартакиады по борьбе самбо. Участвовал начиная с 1997 года по 2010 год. Соревнования посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, одной из главных целей является возрождение традиции регулярного проведения спартакиады среди ветеранов. Это у нас первая спартакиада. А так среди сотрудников органов внутренних дел последние, среди, можно сказать, дарящих центральных групп районов проводилась в 2019 году в Намсах. После этого еще таких масштабных мероприятий, можно сказать, по МВД еще не было. Соревнования среди ветеранов органов внутренних дел будет проходить в течение 2 дней. Уже в пятницу станут известны имена победителей и призеров. Участники надеются, что высокие результаты станут подспорьем для того, чтобы спартакиада стала ежегодной. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.